1906 году крестьян Уфимской губернии охватило настоящее буйство. Они захватывают помещичьи земли, жгут усадьбы, самовольно рубят частновладельческий лес, избивают лесников и вступают в настоящие сражения с полицией. При этом надеются на заступничество Государственной Думы. Как отнеслись народные избранники к чаяниям народа и чем они отличались от сегодняшних народных депутатов? Революция 1905 года была именно революцией, а не стихийным бунтом народа, потому что ее результатом стал манифест от 17 октября, даровавший обществу гражданские свободы, а также учреждение представительного органа Государственной Думы. Разницу между тем, что было, и тем, что стало, особенно остро почувствовали мусульмане Российской империи. До 1905 года ислам был в лучшем случае терпимой, но отнюдь не равноправной с православием религией. В Российской империи православие было не просто религией или верой, это была государственная идеология. И поэтому даже отпадение, скажем, от христианства, от православия и переход в другую религию карался уголовным законодательством. Поэтому, а мусульмане были как бы второсортные. И более того, ограничения были даже юридически закреплены. Мусульманские деятели стояли исключительно на позициях либерализма, то есть ратовали за гражданские свободы. И в этом отношении были близки к кадетам и другим буржуазным партиям. Конституционно-демократическая партия, кадеты, выступала за конституционную монархию, равенство всех перед законом, свободу слова и совести, культурное самоопределение национальностей и прочее. Образована 18 октября 1905 года. 15 августа 1905 года в Нижнем Новгороде открылся первый мусульманский съезд, который учредил организацию «Иттифак аль-Муслимин», то есть «Союз мусульман». Но основными задачами и съезда, и этой организации – это сохранение религиозной и культурной самобытности мусульман. Весной 1906 года начались выборы в Думу. Мусульмане Уфимской губернии проявили особую активность и организованность. Выборщик от съезда землевладельцев Бирского уезда Иван Жуковский сетовал: избирательные дни 4, 10, 11 и 12 марта показали силу мусульман в их организации и полную неорганизованность русских. Коренное население Башкирии после 300 слишком лет подчинения явилось господствующим. В Белебеевском уезде прошли исключительно башкиры. По Мензелинскому из 20 выборщиков 14 магометан. По Стерлитамакскому уезду из 4 двое. Только по Златоустовскому и Уфимскому они оказались в меньшинстве. Башкиры и татары составляли в районе 50% населения. А для наших народов это вообще характерно традиционное общество, правильно? И, значит, если сказали, в частности, муллы обращались, так, какие-то старшие обращались и говорили, что надо пойти проголосовать и так далее, объясняли, что, значит, это поможет решению наших национальных вопросов, поэтому они очень организованно и пошли. Главным защитником земельных прав башкирского народа в первой, второй, третьей государственных думах был Шах Айдар Сыртланов. Шах Айдар Сыртланов родился в селе Шландыкулево, нынешнего Буздякского района Республики Башкортостан. Правнук башкира-вотчинника Канлинской волости Сыртлана Айткулова, сын Есаула Шагимардана Сыртланова, начальника 12-го кантона башкирского войска. «Я представитель Уфимской губернии, выбранный тамошними коренными жителями башкирами», говорил депутат на заседании Думы 2 июня 1906 года. Башкиры приняли подданство 400 с лишним лет тому назад. Это не завоеванный народ. При принятии их в подданство им было обещано, что не тронут ни земли их, ни имущества, ни религии, ни обычаев,
ни быта. Однако, по мнению Сыртланова, правительство не сдержало своих обещаний, наступало на религию и расхищало башкирские земли. Из числа других мусульманских депутатов от Уфимской губернии была весьма заметная фигура Абусугуда Ахтямова. Абусугуд Ахтямов родился в семье мишарского ахуна, адвокат Уфимского окружного суда, один из лидеров Иттифак аль-Муслимин. В своем выступлении перед думцами он сетовал на то, что мусульмане империи до сих пор не имеют равных прав с православными. В качестве горячего примера привел случай, о котором узнал недавно. Проезжая сюда, я получил сведения, хотя таких случаев бывает масса и в других местах, что в Твери мусульмане вздумали построить мечеть, и местная администрация на основании общих положений дала разрешение. Теперь меня извещают о том, что возведенная чуть не до половины постройка по приказу местного архиерея запрещена. Читая стенограмму заседаний Государственной Думы, поражаешься аналогиям, которые невольно возникают при сравнении с днем сегодняшним. Депутатов, например, занимал вопрос о причине неравномерного распределения бюджетных средств между различными регионами. Одним дают деньги, а другим отказывают. Депутат 3-й Государственной Думы татарский Мурза Гайса Еникеев поднимал проблему образования в национальных окраинах. Вообще замечается, что наименьшее ассигнование падает на восточные и юго-восточные окраины России, то есть на местности с преобладающим мусульманским населением. Министерство народного просвещения, по мнению депутата, преследует лишь одну цель – обрусение и ассимиляцию мусульманского юношества. Но все же главным вопросом Первой Государственной Думы был вопрос аграрный. Большинство депутатов и левых, и правых выступали за наделение малоземельного крестьянства землей. Далее подходы к решению данной проблемы разнились. Кадеты хотели передать крестьянам казенные, удельные, монастырские и только часть помещичьих земель, да и то по рыночной цене. Крестьянство, как известно, это воспроизведено и нашими классиками, считало, что земля, она ничья, она не продается, земля Божья. Это из мировоззрения крестьянства. Было и более подробное объяснение этих явлений. Значит, крестьяне уже конкретно называли, что в свое время помещики получили землю за службу государю. Теперь они этой службы не несут. Следовательно, тот самый договор, который был достигнут в древности предками этих самых помещиков, он на сегодняшний день является ничтожным. А потому в крестьянской среде были очень сильны антипомещичьи настроения. В крестьянстве по-прежнему господствовал общинный дух. Он был обусловлен не отсталостью сельского уклада, а жизненной необходимостью. В суровых климатических условиях России выход растительной массы с гектара в 2 раза ниже, чем в Западной Европе, и в 5 раз ниже, чем в США. Поэтому именно общинный уклад, основанный на солидарности и взаимопомощи, поддерживал существование крестьян, составлявших более 80% населения империи. Насколько большой трудовой сезон в Западной Европе, и насколько он небольшой в России, какая у нас длительная зима сама по себе, насколько у нас резкие перепады температур. Когда абсолютно все решается буквально в несколько дней эстрады, да? И когда все силы нужно бросить вот в эти несколько дней, иначе в следующем году будет просто-напросто голод. В Думе царила митинговая, почти революционная атмосфера. Ее радикальность проявилась и в других решениях. Думцы требовали амнистии по политическим делам, расширения прерогатив Думы, ответственности перед ней Кабинета министров, а также окончательного решения аграрного вопроса. В ответ появилась правительственная декларация, отвергшая все эти требования. Слепота – вот то слово, которым можно охарактеризовать состояние самодержавия. Упование на русский авось, нежелание смотреть правде в глаза, бегство от решения проблем заводило Российскую империю в исторический тупик. Точка невозврата еще не была пройдена, но расстояние до нее катастрофически сокращалось.
Известный философ, князь Евгений Трубецкой писал Николаю II: «Государь, стремление крестьян к земле имеет неудержимую силу. Всякий, кто будет против принудительного отчуждения, будет сметен с лица земли. Гражданская война, не более, как вопрос времени. Быть может, правительству удастся теперь репрессивными мерами подавить революционное движение. Тем ужаснее будет тот последующий и последний взрыв, который не спровергнет существующий строй и сравняет с землей русскую культуру. И вы сами будете погребены под развалинами». Говорил, как в воду глядел. Реакция царя нулевая. Бесплатно раздать. Кто же это предложит? Бесплатно раздать мог предложить Пугачев, понимаете? В свое время он предлагал же именно так. Живите подобно степным зверям, птицам в небе и так далее. Вся земля ваша, это вся земля Божья. Государство на это пойти не могло. Более того, никакое государство на это пойти не могло. 8 июня 1906 года царское правительство под предлогом, что Дума не только не успокаивает народ, но еще более разжигает смуту, распустило ее. Распустив Думу, царь отказался от курса на построение гражданского общества. А ведь что, казалось бы, могло быть проще? Поделиться властью с парламентом, провести в интересах крестьян аграрную реформу, дать всем подданным гражданские и политические свободы. И тогда, возможно, удалось бы избежать катаклизмов 1917 года. Но страной правил Николай II, ведший империю в исторический тупик. 22 апреля 1906 года был отправлен в отставку премьер-министр Сергей Витте, по чьей инициативе был принят манифест от 17 октября. Учреждена Государственная Дума и принимались постепенные меры по реформированию села. Опустевшее место премьер-министра и заодно пост министра внутренних дел царь предлагает Петру Аркадьевичу Столыпину. Петр Аркадьевич Столыпин занимал посты гродненского, а затем саратовского губернатора. На последней должности отличился жестоким подавлением крестьянских восстаний. Был сторонником модернизации по западному образцу. Что касается сути аграрных мероприятий правительства Столыпина, это разрушение крестьянской общины. Этим власти пытались создать слой частных собственников крестьян. Во-первых, они должны были послужить социально-политической опорой власти. Во-вторых, предполагалось, что именно этот слой сумеет накормить Россию, то есть поднять аграрный сектор. Первым делом Столыпин решил подавить революцию. Был принят закон о военно-полевых судах, по которому приговор приводился в исполнение в течение суток. Понятие «скорострельная юстиция» прочно входит в политический жаргон. Лев Толстой в статье «Не могу молчать» резко осуждает политику премьера. В постперестроечные времена усиленно создавался культ Столыпина. Его возносили и как усмирителя революции, и как проводника радикальной аграрной реформы, в результате которой миллионы крестьян были пущены по миру. Это и понятно. Авторам шоковой терапии Гайдару и Чубайсу нужны были примеры из истории, на которые можно было опереться для проведения их экономических экспериментов. Они удивительно схожи друг с другом. Гайдар ставил цель путем несправедливой приватизации государственной собственности создать класс отечественных капиталистов. Столыпин хотел создать класс сельской буржуазии, фермеров. Ну вот откуда могли взяться российские фермеры? Откуда? Откуда такая уверенность, что можно мерами сверху в несколько лет взять и изменить тысячелетний уклад? Не пытаться модернизировать этот уклад. Как сделали, кстати, большевики. Кстати, тоже страшно жестокими мерами. Вот создадим там, и пошли вот эти легенды «Архангельский мужик», он нас все прокормит. Прокормил. Результаты мы видим. Уже министр Гордеев открыто сказал, что все, у России продовольственная безопасность практически нарушена. Протест Льва Толстого против столыпинщины горячо поддержали Александр Блок, Леонид Андреев и другие известные литераторы. Столыпин получает народное прозвище «Вешатель».
а виселица теперь именуется Столыпинским галстуком. Всего за период его премьерства были казнены многие тысячи крестьян. Столыпин говорил: дайте государству 20 лет внутреннего и внешнего покоя, и вы не узнаете нынешней России. Возможно, так бы и произошло на самом деле. Но у России не было этих 20 лет. Своей аграрной реформой, проведенной в духе социал-дарвинизма, выживая сильнейший, а слабые должны погибнуть, он создал миллионную армию обездоленных, которые составят горючий материал для революции 1917 года. По замыслу Столыпина, продаваемая земля должна была оказаться в руках крепких хозяев, которые и станут классом фермеров. На деле, частная собственность на землю привела к тому, что она зачастую оказывалась в руках скупщиков-спекулянтов. Депутат Первой Государственной Думы Степан Аникин писал: «Как ночной шакал, роется он острым рылом в наследии поместного дворянства, не брезгуя и отбросами общины. Чичиковы нашего времени. Они рыскают, как голодные волки, по деревням и селам». Реформа Столыпина зеркально напоминает то, что происходило в России в 90-х годах прошлого века. Колхозы, те же самые общины советского строя, были распущены. Желающие теперь могли брать землю в аренду и организовывать собственное производство. Но кто мог потянуть это дело? Единицы. В итоге и класс фермеров не создали, и разрушили то, что имелось. Государственная Дума второго созыва оказалась такой же революционной, как и предыдущая. Поэтому и она приказала долго жить. Столыпин выдвинул против нее абсурдные обвинения в заговоре против царской семьи, и в июне того же 1907 года она была распущена. Это событие вошло в историю как Третьеиюньский переворот. Значит, то, что царь, так сказать, распустил Думу, это не государственный переворот, это в законах было. А вот то, что он изменил избирательный закон, вот это и есть государственный переворот. По новому избирательному закону количество мусульман, скажем, в Третью Государственную Думу вообще было избрано только 10 депутатов-мусульман. Депутат от Уфимской губернии, башкирский дворянин Али Аскар Сыртланов восклицал: «За что это было сделано? В чем провинились? В чем, так сказать, видели вред от того, что устраняли это громадное, почти 20-миллионное население от участия в народном представительстве и дали, как в насмешку, 10 мест в Государственной Думе, тогда как по праву должны были дать гораздо больше». Столыпин многое ставил на свою переселенческую политику. Замысел его был прост. В Центральной России земли мало, на окраинах много. Значит, нужно поощрять переселение крестьян на восток, на Урал, в Сибирь и в Казахстан, где они станут классом фермеров-колонизаторов среди туземного населения. Каковыми были в Южной Африке буры. Мусульманская фракция протестовала против переселенческой политики Столыпина. Депутат от Елисавет-Польской губернии Фатали Ханхойский на одном из заседаний заявил: переселение главным образом совершалось в последнее время на Кавказ, в Туркестан и степные области, населенные киргизами. Здесь имелось в виду ассимилировать мусульманское население или, иначе говоря, русифицировать его. Взяв кредит из банка, за Урал переселилось более 3 миллионов человек. Однако, прибыв на новые места, крестьяне вновь сбивались в общины, так как в суровых условиях Востока выжить можно было только сообща. Около 1 миллиона крестьян, разорившись, возвратились обратно нищими. Реформа все-таки потерпела крах. Те задачи, которые были провозглашены правительством Столыпина, они не были достигнуты. Самое главное, не было достигнуто успокоение крестьянства. И революционный взрыв, который последовал в начале XX века, а самое главное, противостояние между сельскими тружениками на земельной основе, который продолжался и в первые годы советской власти, это все мы считаем следствием краха как раз-таки столыпинских преобразований.
Депутат Третьей Государственной Думы от Бакинской губернии Халилбек Хасмамедов сказал: «Разрушение общины поведет к обогащению отдельных лиц в ущерб крестьянской массе, которая этим путем будет еще более обезземелена. Этот закон разбивает крестьян на классы и сеет между ними раздор». Реформа Столыпина не достигла целей, зато породила миллионы озлобленных на власть людей. Многие исследователи аграрной истории России считают, что доведи Столыпин свою реформу до конца, класс фермеров был бы создан, и страна избежала бы революции 1917 года. Возможно, все произошло бы именно так. Об этом теперь можно только гадать. Но царь не дал ему довести начатое до конца. Столыпинская аграрная реформа больно ударила по интересам населения Башкирии. Депутат Первой Государственной Думы от Уфимской губернии граф Петр Толстой писал: «Уфимская губерния обычно считалась многоземельной, но в настоящее время положение быстро меняется. Башкиры все более и более продолжают обезземеливаться. Скупленные земли банк продает преимущественно переселенцам из внутренних губерний России, игнорируя интересы местного крестьянства. По далеко не полным данным, до 1914 года в Башкирию переселилось 110 тысяч человек. И благодаря столыпинским преобразованиям, непродуманной переселенческой политики столыпинского правительства, отношения были запутанными настолько, что здесь действительно очень острым было и межнациональное противостояние. Причем надо иметь в виду, что противостояние было не только, скажем, русские и башкиры, да, но и русские. Так называемое старожильческое население выступало против так называемых столыпинских новоселов. Скупка башкирских земель почти всегда проходила по одной схеме. Вот один пример. В 1911 году в России случился очередной голод. Башкиры-вотчинники Мурзаларской волости Златоустовского уезда заложили в крестьянский банк свои земли и получили кредиты, чтобы как-то прокормиться. Денег, чтобы погасить задолженность, не было, поэтому им предложили расплатиться землей, которая была куплена у них почти за бесценок, по 15 рублей за десятину, тогда как банк потом продавал ее по 77 рублей, то есть в 5 раз дороже. И этот общинный дух, он был не пережитком, а именно мироустройством. И удар по нему был попыткой раскачать то, на чем воспитывались целое поколение. Естественно, этот удар не привел, как при Столыпине, к результатам сломать тысячелетний уклад было невозможно. Вот. С одной стороны. Зато с другой стороны, разозлить он здорово разозлил. Он привел к действительно тяжелым последствиям. Община не была разрушена, но многие общинники были выбиты из общины. И классовая война была уже внесена в российскую деревню. Не случайно революционеры организовали на него 11 покушений, последний из которых закончилось его гибелью. 1 сентября 1911 года премьер-министр был смертельно ранен в городском театре Киева террористом Дмитрием Багровым. Мы так на сегодняшний день и не решили, что делать с землей, что делать с крестьянством, как поднимать сельское хозяйство. Не следует столыпинские преобразования, не следовало бы рассматривать их как универсальный путь решения всех проблем. Вот, я солидарен с теми специалистами, которые полагают, что Россия слишком велика и пестра, чтобы один какой-то путь мог бы подойти для всех ее регионов. Россия – это многонациональная и поликонфессиональная империя. И в каждой отдельной области следует соблюдать чрезвычайную осторожность. Ведь земельный вопрос не секрет, это, как говорится, острополитический вопрос. Реминисценции Столыпинской реформы сегодня можно наблюдать на опыте нашего сельского хозяйства. Известный российский ученый Сергей Карамурза пишет: «Сегодня реформаторы говорят, что если будет разрешена продажа земли, то фермер сможет заложить свою землю в банк, получить кредит, купить на него машины, удобрения и семена, а осенью расплатиться. Этому может поверить только Буратино.
Фермер не расплатится и неизбежно потеряет землю. Потому и сохранилась в России земля у крестьян, что общинное право содержало абсолютный запрет на залог земли. Сегодня перед Россией, как и 100 лет назад, стоят все те же проклятые вопросы. Как построить гражданское общество? Как создать эффективную экономику? Что делать с сельским хозяйством? За прошедшие 100 лет Европа и Америка совершили гигантский рывок вперед, а мы по-прежнему топчемся на месте, споря о путях развития. Идти ли нам по западному пути или у нас своя дорога? А время, отпущенное нам историей на модернизацию, неумолимо истекает, как истекло оно когда-то для столыпинских реформ.